Осетинский доктор Айболит. Так называют зоолога Заурбека Дзуцева. Молодой человек открыл в своем доме реабилитационный центр для диких животных. Особенность в том, что он их лечит, а потом отпускает в естественную среду. Однако есть и те, кто попадает к нему навсегда. Не все могут снова выжить в дикой природе. В гостях у зоолога побывала моя коллега Зарина Газаева. Две инотовидные собаки в реабилитационном центре для животных появились 3 года назад. О них, впрочем, как и о каждом своем питомце, зоолог Заурбек Зуцев готов рассказывать часами. О характере, распорядке дня, пристрастиях в еде. И чужих в этой большой семье нет. Животные легко адаптируются. Буквально не через год, получается, весной инотовидные собаки принесли приплод. Она родила у меня 7 щенят. И щенят впоследствии я выпустил в природу. Они у меня такие прошли мини-экзамены. Я выяснил их способность к охоте. Я закидывал им еду, которую они могут встретить в природе. Это лягушки, мелкие грызуны, яйца. Они прекрасно справлялись, сами хорошо охотятся. И после этого я их выпускал. В этом году тоже был у них приплод, но уже 13 щенков. Она оказалась прекрасной матерью, все 13 щенков выжили. И их тоже совершенно недавно, где-то месяц назад, выпустил в природу. Заурбека Зуцева в Нижней Санибе по праву считают местным доктором Айболита. За помощью к нему обращаются даже когда случайно находят раненого или слабого зверька. Есть даже животные, которых нашли в других регионах. А началось все совершенно случайно с маленького хорька Гриши. Мы по одному из маршрутов проходили, мне позвонили знакомые пасечники, сказали, что возле них выкинули зверушку. Я подъехал, и это оказался хорек. Видимо, кто-то наигрался им. У него были еще проблемы с задними ногами, и выкинули его. Я его подобрал, принес домой, буквально на второй-третий день меня посетила мысль, сколько на самом деле таких диких животных, которым требуется помощь. Домашними животными, кошками, собаками нет занимаются, есть какие-то организации, а дикими животными никто не занимается. Я выложил пост у себя на страничке, что вот готов оказывать помощь, и с тех пор жители ко мне носят то птичек, то животных, млекопитающих. О животных Заурбек Зуцев заботится практически в одиночку, но часто помогают ветеринары и неравнодушные люди. Благодаря сборам и помощи 2 года назад в центре появились вольеры. Все вольеры, все, что вы видите, это были построены благодаря неравнодушным людям. Я открывал сборы, и только благодаря сборам я построил вольеры. На данный момент помощь мне оказывают только когда я ее прошу. А прошу я ее очень редко. Я не знаю, если за 3 года я ее раза 5 попросил, то хорошо. В основном справляюсь сам. И нет-нет, когда ко мне приезжают гости, часто ко мне детей привозят на экскурсию, они спрашивают меня, что привезти, тогда я им говорю, необходимое, что нужно бывает. В основном это бывает еда, но чтобы дети сами покормили, при мне же их. И вот тогда они привозят фрукты, овощи, мясо, чем можно покормить. Такой бывает контакт у детей с животными сразу же. Сегодня в приюте Заура Зуцева есть сахарные посумы, белка, кролики, ворон и собаки. Их было намного больше, но чаще всего молодой человек выхаживает животных и возвращает хозяевам или отпускает на волю. Иметь такой центр было мечтой детства Заурбека. Еще в 8 классе он решил стать зоологом. Семья не сразу поддержала такой выбор, но Заурбек пошел по зову сердца. Решающую роль в выборе будущей профессии сыграли любимые программы о животных. Большое впечатление на меня Африка произвела в тех передачах, когда видел в саваннах, как наблюдают за животными, изучают. Я всегда видел себя на месте тех людей. И у меня была мечта попасть в Африку, заниматься животными. И, можно сказать, мечта осуществилась. Я и животными занимаюсь, недавно в Африке побывал. И так что пока что все удачно складывается. В планах у Заурбека расширять реабилитационный центр. Так он сможет помочь еще большему количеству животных. Зарина Газаева, Алан Суанов. Новости Осетии.